глава Башкортостана Ради Хабиров вместе с официальной делегацией региона в Республике Беларусь. Цель визита – наметить перспективы дальнейшего развития и укрепления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Республика Беларусь находится в центре Европы. По ее территории пролегают довольно удобные транспортные артерии, которые связывают страны СНГ с государствами Западной Европы. У Беларуси общая граница с Польшей, Литвой, Латвией, Россией и Украиной. Столица и самый крупный город Республики Беларусь – Минск. Один из его символов – монумент Победы – памятник воинам Красной Армии и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. С церемонии возложения венка к монументу Победы и начался визит в Беларусь делегации Башкортостана во главе с Радием Хабировым. Мы находимся в сердце нашей столицы. Это площадь Победы. Данный монумент был открыт в 1954 году, а вечный огонь зажегся в 1961 году. Высота башни 38 метров. Это такой наш исторический центр, где проходят все основные государственные, в том числе, мероприятия. Здесь заложены капсулы земли со всего бывшего Советского Союза, городов-героев. Это такое памятное место для всех белорусов, ну и для жителей нашей прекрасной столицы. Похоже, в Москве были площадь Гагарина. Он очень красиво вписался. Здесь архитектурный ансамбль довольно-таки интересный. Проспект рассматривается включение его как наследие ЮНЕСКО. То есть, Подали уже заявку, да? Да, уже давно это уже обсуждалось. И он действительно красивый проспект у нас. Да, вот эта архитектура, она... Но все это было разрушено в Великую Отечественную войну, то есть Минск отстраивался, 86% Минска было уничтожено, поэтому все это возводили руки белорусов, и не только белорусов, весь Советский Союз.
Вот я вижу, вот это же практически с нашего детства все это. Да, конечно, это наша история, наша Его память, построили наша за 10 общая лет до память. Да. моего рождения. В прошлом году мы провели капитальную его реставрацию. Ну, действительно, оно того стоит. Это память, наша общая память, память нашей большой общей истории и победы великого советского народа в Великой Отечественной войне. Я каждый раз думаю вот так вот про Белоруссию. Всегда на стыке крупных империй. И сколько здесь колесниц. Просто, К сожалению, да. Да, конечно. Ну, искренне надеемся, что ваш визит пройдет Да, мы в Беларуси продуктивно. Мы же очень так насыщенно приехали, и бизнес привезли, и мы сразу, правильно. чтобы у нас как-то что-то получилось, все серьезно было. Спасибо. Все, хорошего дня вам. Всего хорошего. До свидания. Ради Фаритович, добрый день. Мы в Республике Беларусь. Вы возложили цветы. Почему мы здесь? Ну, мы проехали большой делегацией. Мы привезли порядка руководителей 40 предприятий, потому что вы знаете, что у нас довольно тесное сотрудничество торгово-экономическое с Республикой Беларусь. Нам экономика Беларуси очень интересна. Точно так же экономике Беларуси интересна экономика нашей республики. У нас есть уже долгие, очень эффективные отношения в области машиностроения, в области сельского хозяйства. Но потом все-таки у нас общая история, общие корни. Кстати, здесь, вот именно на земле Беларуси, погибло большое количество воинов из Башкортостана еще во время, когда Россия отбивалась от нашествия Наполеона. И здесь погибли наши воины во время начала Великой Отечественной войны. Поэтому нас очень много связывает, у нас очень добрые, теплые отношения. Вы знаете, у нас в Башкортостане проживает большая белорусская диаспора, которая очень плотно, очень, знаете, трепетно сохраняет свою культуру. Я думаю, что вот вообще мы приехали вновь развивать и усиливать и наши торгово-экономические отношения. Спасибо. Спасибо. Хорошей работы. Спасибо. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках официальной делегации отправляется во Дворец независимости встречаться с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Приветствую вас. Уважаемые друзья, уважаемый Ради Фаритович, я, естественно, рад видеть вас в Беларуси. Пролетая в свое время над Башкортостаном, Татарстаном, я обнаружил, что эти земли абсолютно такие же, как в Беларуси. И внешне смотрится Башкортостан так, как и наша Беларусь. Поэтому для нас эти края близкие, хотя я не могу сказать, что я бывал часто в Уфе, в дружественном нам городе. Я всегда мечтал там побывать, но как-то вот так вот не складывалось, чтобы через 2, 3, 5 лет бывать в Башкортостане. Это еще и потому, это не просто там гостем побывать, а потому что у нас очень приличный товарооборот, у нас величайшая увязанность наших экономик двух республик. Поэтому не просто интерес, а такой прагматичный интерес, можно сказать, в том числе. Хотя древняя, очень известная земля, очень добрые люди, опять же, похожие на белорусов или белорусы похожи на трудолюбивых людей ваших. И поэтому вот этот визит столь представительной делегации в непростое время для нас является таким знаменательным, прям скажем, знаменательным. Наша главная задача, очевидно, вполне решаема, как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот, те показатели, которые мы имели. Сегодня мы могли бы обсудить резервы, которые можно задействовать для активизации взаимодействия в торговле и наметить приоритетное направление на ближайшую перспективу. Я не думаю, что, я говорю о торговле, экономике, не думаю, что нам надо обсуждать какую-то политику. Она у нас едина. Не думаю, что у нас есть какие-то расхождения. Но, Ради Фаридович, ваш лозунг, я знаю, мы можем лучше,
можно уверенно дополнить словами: вместе мы можем лучше и больше. Если вы не против, между Беларусью у нас с вами будет более широкий лозунг на основании того, что вы всегда говорите. Ориентир вполне очевиден. Нам надо восстановить товарооборот $700 миллионов. Таких цифр мы уже в 2019 году достигали. И я уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и $1 миллиарда товарооборота. Мы к этому готовы. Полагаю, что с учетом богатейшей ресурсной базы Башкортостана и промышленного потенциала нашей страны, особое внимание следовало уделить в торговле поставкам продукции машиностроения. Мы готовы предложить самую современную автомобильную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную, коммунальную технику ведущих белорусских предприятий. Конечно, за экономикой нельзя забывать и гуманитарную, информационную сферу взаимодействия в области образования, науки, культуры. Я уверен, что наши отношения не исчерпываются теми направлениями, которые я назвал, и думаю, что в процессе посещения вами Беларуси, если у вас будет интерес любых предприятий, возникнут новые направления сотрудничества. И это естественно, поэтому я готов обсуждать любые вопросы, удовлетворить любые интересы, насколько мы, возможно, страны Беларуси, интересы Башкортостана. Еще раз благодарю вас, Раис Фаридович, за ваш визит в Беларусь. Знаете, вы для нас всегда желанные гости. Мы очень уважаем трудолюбивый народ ваш, как я уже говорил, похожий на белорусов. Рады вас всегда видеть в Беларуси. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, я прежде всего хотел искренне поблагодарить вас за сегодняшнюю встречу, за очень теплый, радушный прием. Я вот хотел сказать, что прибытие нашей делегации, когда мы прибыли, нас встретили здесь как родных. Встретили как очень близких, добрых друзей. Я не побоюсь сказать, что народы Башкортостана и народ Беларуси – это братские народы на самом деле. Потому что у нас очень общая долгая история, у нас общие предки. Мы вместе отражали натиски врагов, и нас очень много на самом деле связывает. Поэтому для нас то, что вы нашли время встретиться с нами и провести эту встречу, для нас это прежде всего, конечно, огромная большая честь. Уважаемый Александр Григорьевич, мы приехали сюда большой делегацией. Мы планируем 3 дня здесь практически работать. Уже вчера и сегодня, и завтра руководители наших предприятий, а в составе нашей делегации более 40 крупных предприятий нашей республики, уже знакомятся, уже работают. Ну, вы знаете, было очень приятно смотреть, когда наши министры промышленности, сельского хозяйства встречались с вашими, обнимались, и они друг друга очень хорошо знают, и эта работа ведется. Очень приятно было смотреть, что руководители наших крупных предприятий знают руководители ваших предприятий, потому что действительно сотрудничество между экономикой Беларуси и Башкортостана, оно очень давнее. Основа для сотрудничества, вы знаете, это 1999 год. Это договор между Беларусью и Башкортостаном о торгово-экономическом сотрудничестве. И вот мы сегодня приехали, мы точно понимаем, уважаемый Александр Григорьевич, что есть очень большой еще нереализованный потенциал для нашего общего развития и сотрудничества. Нас не пугают никакие ковиды, нас не пугают никакие санкции. Мы хотим с вами работать, мы хотим делать так, чтобы благополучие жителей и Беларуси, и Башкортостана, конечно, развивалось, и нам было вместе взаимовыгодно работать. Мы как раз сейчас обсудили с президентом Беларуси итоги нашего сотрудничества, потому что сотрудничество торгово-экономическое, научно-техническое сотрудничество, оно идет очень давно. Вот последний, один из мощнейших договоров, который способствовал развитию, это договор 1999 года между правительством Башкортостана и Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве. Поэтому мы подвели итоги. Вообще, вы знаете, сотрудничество находится на очень высоком уровне. Конечно, пандемия и связанные с этим экономические последствия немножко ударили по товарообороту, и поэтому президент предложил, что нам действительно нужно вернуться к допандемийным показателям нашего товарооборота. Он очень высокий, на самом деле. Для Башкортостана товарооборот с Белоруссией это на 4-м месте в целом со всеми странами мира находится. Поэтому, но тем не менее, совершенно точно есть потенциал.
Мы обсудили прямо конкретно предложения по развитию сотрудничества в области сельского хозяйства. Прежде всего, конечно, в области сельхозмашин, которые нам очень нужны. И у нас уже есть опыт применения, и наши механизаторы очень любят белорусскую технику. Сотрудничество в области машиностроения, сотрудничество в области и коммунальной техники. Вот мы специально хотели посмотреть, потому что в этой части вот у нас этого опыта еще нет. И это, наверное, для нас будет первый опыт. В целом встреча была очень-очень теплая. Мы, не побоюсь этого сказать, народ Беларуси и народ Башкортостана – это братские народы. Нас и общая история связывает. Я как раз рассказал президенту о том, что у нас живет очень дружная диаспора белорус, потому что еще более 100 лет назад переселенцы приехали на землю Башкирии, нашли себе вторую родину, и мы до сих пор их поддерживаем, и они сохранили духовную связь с Беларусью. Поэтому нам есть о чем вместе говорить и что делать. Спасибо большое. А вот дом правительства, он давно построен? А он, да, еще, наверное, здесь был Верховный Совет БССР и так далее, так далее. Только герб поменяли там в 90-х, а вот теперь опять. Он же на советский так и остался, только СРП-МОЛ. Видите, в центре ушел, и появились контуры нашей страны. А так все осталось. Вот здесь и парады принимали. Ну и вот католический храм известный у нас. Я буду там, кстати. Да. У него такая трагическая история, по-моему. Да, рассказывали там в память о детях погибших, там, о жене и так далее. А это улица вот Ленина, да? Или Это как она была? проспект Бывшая? Независимости, да, улица Ленина, проспект Ленина. Потом был переименован проспект Франциска Скорина. Это первый, который книгу напечатал вообще не только в истории, наверное, в мировой истории. Библию первую напечатал, первого друкар по-белорусски. Вот, и сейчас проспект Независимости сделали. Уже, ну как сейчас, наверное, лет 15 уже. А вот это здание, что это большое? А тут у нас как бы так кучно получается в округе, в 5-7 минутах ходьбы все министерства. Там Минфин, Минздрав, там Минсельхозпрод. То есть тут, в принципе, не обязательно автомобили, можно здесь 15 минут все бегом, да, обойти. Он старый завод был, вот его отреставрировали, там сделали кафешки, такие рестораны, ну такое, как вот и в Москве много таких мест сейчас сделано. Поэтому... Там, по-моему, еще прогулочная зона какая-то. Да, там Я вот все. там гулял. Очень много таких сделали пешеходных улиц, мест, где вот ресторанчиков много таких, пабы, и где клубы различные, где молодежи есть, где на разные, скажем так, голоса. Кто там ретро-дискотеки, там современные, там это. Сейчас, я так понимаю, туризм сильно упал, да? Упал. Пандемия закрывалась, но потихонечку оживают. Я вот в моей орбите еще охотничье хозяйство находится. И я смотрю, что особенно прошлый год совсем в ноль все пришло. В этом году, несмотря на санкции, все равно и пандемию возвращаются. Мы очень рады вас приветствовать, вас и членов делегации Башкортостана в правительстве Республики Беларусь. Развитие межрегиональных связей Республики Беларусь с российскими регионами – это один из фундаментальных приоритетов белорусской внешней политики. Это основа эффективного торгово-экономического взаимодействия и дальнейшего укрепления братских отношений между нашими странами. Хочу подчеркнуть, что Республика Башкортостан – это один из наших основных торговых партнеров в Российской Федерации. Ваш регион – это практически по численности населения половина нашей страны. Башкортостан обладает развитым промышленным, научно-техническим, аграрным потенциалом. Я уверен, что та программа вашего пребывания позволит как раз-таки идентифицировать те направления сотрудничества, которые нуждаются в безусловном укреплении. Ну и, конечно, очень важно услышать обратную связь, вашу оценку перспектив нашего развития, нашего сотрудничества, где вы видите, возможно, недоработки, какие-то рекомендации, которые бы могли придать новую динамику нашим торгово-экономическим отношениям. Спасибо и с удовольствием передаю вам слово. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел поблагодарить за возможность такой встречи.
Я особо хотел поблагодарить за организацию этого визита Министерство иностранных дел и особенно руководителя отделения посольства в Уфе, Карповича Артура Борисовича, который вот создал условия. Мы очень комфортно приехали. Здесь нас очень тепло встретили, и буквально с первого дня мы окунулись в работу. Мы работаем не на пустом месте. У нас есть очень эффективный инструмент, который, я считаю, что довольно неплохо себя зарекомендовал. Это рабочая группа, которая активно работает, которая регулярно работает и, соответственно, рассматривает все вопросы экономического сотрудничества между Беларусью и, соответственно, Республикой Башкортостан. Я буквально готовился к встрече, просмотрел все протоколы. Все протоколы носят такой конкретный, хороший характер. То есть подпись, ответственные, поручения, срок исполнения и так далее. Но при этом совершенно точно, Роман Александрович, с вами согласен. И вот на встрече с президентом Беларуси мы обсуждали, и Александр Григорьевич сказал, что у нас, конечно, есть потенциал гораздо больше нарастить товарооборот, потому что на данный момент это порядка 280-300 миллионов долларов. Он ниже того, что мы имели в 2018 году, в 2019 году. Ну, наверное, для нас это была бы вот некая такая план, который мы должны с вами подниматься вместе. Это двусторонняя дорога должна быть, и вместе нам нужно идти. При этом я вновь хотел поблагодарить руководителей правительства, Министерства промышленности, Министерства, соответственно, сельского хозяйства, потому что коллеги наши друг друга знают и вместе работают. И я полагаю, что это очень здорово. Звоните, пишите. Ждем вас, Башкортостан. Ну, как-нибудь, иншаллах. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Рафик Фаридович, по итогам визита Республики Башкортостан, делегации Республики Башкортостан в Республику Беларусь, ну, наверняка там анализ будет, это все экономическая составляющая. А вот временные рамки, когда можно ожидать результатов, которые ощутимы будут? Ну, во-первых, вы знаете, это все равно это в одночасье не бывает. Во-первых, мы договорились о базовых вещах каких-то. Теперь будет, как вы правильно говорите, осмысление, составление дорожной карты, подписание соглашений. Вот мы договорились, что уже делегация во главе зампремьер-министра правительства Беларуси к нам приедет на неделю бизнеса в декабре, где мы там дальше будем продумывать наши действия. Но, подчеркиваю, главная задача была, что мы все вместе понимаем, что выжить экономики могут только вместе. Поэтому мы предлагаем им каждый раз именно кооперацию. Не просто закупку у них техники или у нас какой-то техники, а вот именно создавать предприятия. А учитывая то обстоятельство, что локализация многих предприятий и дилерских компаний, машиностроительных предприятий Беларуси находится в основном в европейской части, вот ближе к западной границе, то вот как раз создание где-то в районе Урала какого-то мощного промышленного центра, где, подчеркиваю, уже сборка тракторов идет. Мы сейчас начнем, дай бог, сборку гусеничных тракторов, еще что-то будем делать. Вот это, наверное, важно. Поэтому это очень разноплановое. Вот сейчас мы буквально обсудили с министром сельского хозяйства Беларуси, они показывали проект, они продвинулись раньше нас вот по проекту глубокой переработки зерна. Посмотрим, как у них партнеры китайцы. Но там решения принимались на самом высоком уровне. Поэтому будем работать, Мы ведь тоже, знаете, наши действия как обоснованы. Мы ищем постоянно, мы не сидим на месте. Где-то мы бываем безуспешны, то есть нет успеха. Это потому что это жизнь. Где-то мы, может, не просчитали, где-то нас не ждут, где-то, может быть, это невыгодно. Поэтому мы ездим в Казахстан, поэтому ездим в Беларусь, еще куда-то ездим. Мы ищем постоянно партнеров, мы ищем взаимовыгодные пути сотрудничества. В этом суть нашей работы. А вот в этих поездках мы не упускаем то, что, может быть, дома можно было бы сделать? Мы не упускаем, потому что дома – это дома. Дома же вы сами со мной ездите, вы сами сидите со мной на инвестчасах, вы сами смотрите, как ведут работы в ТАССРах, в экономической зоне, как мы бьемся за каждое предприятие. Поэтому это та работа, это другая немножко работа. Рафик Фаридович, вот культурный обмен, наша духовность, нам близки действительно. Беларусь близка Башкортостану. Безусловно. Но сейчас, видите, немножко коронавирус, об этом мы меньше всего сейчас думаем. Потому что, наверное, когда мы все-таки с этой заразой разберемся, тогда, наверное, пойдет опять туризм, прямые рейсы и так далее. Рафик Фаридович, спасибо огромное. Ну что ж, следующие поездки куда будут? Мы будем смотреть, нам есть куда ехать. У нас много партнеров, где нужно нам усиливать наше присутствие и так далее. Так что все, до встречи. Спасибо.